Деточка, по телевизору я видела войну. Она кровавая и страшная. Я думаю о ней и не пойму, кому она нужна была ужасная. Да, доченька, война несет лишь боль от ран, потерь и безысходности. Но немцам захотелось вдруг исполнить роль владыки мира и уничтожить всех за неугодностью. Ой, мама, это трудно мне понять. Но объясни хотя бы, при чем тут дети? Ведь немцы не могли не знать, что их полным-полно на белом свете, что им придется тяжело и горько. Они не меньше взрослых будут знать все тяготы войны, не только хлеба, как деликатеса ждать, но и порой воевать со всеми, отстаивать каждый клочок земли, работать на заводе во все 4 смены и не давать себе бояться бомб и пули. Фашистов вряд ли кто-то сможет оправдать за боль детей и слезы их родных, за то, что малышам пришлось страдать и вместо солнца видеть сотни будней фронтовых. Но каждый русский, и малыш, и взрослый, в минуты те мечтали об одном, о том, что враг наш злостный усилиями всех повержен будет все равно. И каждый, кто прошел через войну, герой, и мы должны гордиться, что весь народ спасал страну, чтоб поколением в плену уж не томиться. А я горжусь и обещаю помнить их стойкость и любовь к родным краям. Я вырасту и возведу огромный им памятник, который будет упираться в небеса. Ах, милая моя, ты главное помни, и деточкам своим ты после передай о том, что враг России был когда-то сломлен, лишь потому, что вся страна жила одним стремлением и одной мечтой, забыв о личном, лишнем и пустом. И если будут все как целое одно, нас впредь не победит никто другой.